Любите Родину и всегда будьте готовы защищать ее. Столь лаконичное и емкое напутствие юному поколению дают те, кто готов возложить на алтарь безопасности и спокойствия отчизны собственную жизнь. На долю парней 70-х-80-х выпал суровый Афганистан. Та война унесла порядка 15 тысяч жизней. Это официальная цифра, однако споры о реальном количестве погибших и пропавших без вести ведутся по сей день. Афганский конфликт завершился 15 февраля 1989 года. В знаменательную дату алданцы чтят память павших воинов и воздают честь вернувшимся домой. Не только, она посвящена воинам-афганцам, она посвящена у нас всем воинам-интернационалистам, которые в свое время выполняли различные боевые задачи за пределами нашей Родины. Это и Корея, Вьетнам, Ангола, Мозамбик, Югославия. В 2024-м исполнилось 35 лет со дня выведения советских войск из Афганистана. В канун знаменательной даты в библиотеке имени Некрасова состоялась встреча школьников с ветеранами боевых действий. Владимир Максимов попал в Афганистан в 1985-м. 2 года он служил военным водителем. Самое то, что запомнилось, летать страшно было на вертушке. Если зачем-то лететь куда-то в Кабул или в Джалалабад летал на вертолете несколько раз. Вот это страшно, потому что собьют. Все. Высокие горы, сухие пустынные степи и горячие ветра, несущие пыль и песок. В переводе с персидского Афганистан означает «безмолвная страна». Герои делились с присутствующими воспоминаниями об условиях, в которых жили солдаты, о боевых действиях и о том, как складывались взаимоотношения с местным населением. Зачастую солдатам, возвращавшимся домой, предстояло проделать непростой путь к себе и к людям. Для многих родной мирок становился непривычным и будто немного чужим. А прожитое и пройденное в стране гор и черных скал навсегда осталось в памяти. Ой, много что запомнилось. Приезд на границу, погрузка на эшелоны, много что при въезде. А выезжали мы в 80-м, так что тоже колонна и все остальное. Выполнить приказ командира и сохранить воинскую честь, помочь выжить товарищам и не погибнуть самому. Перед каждым бойцом стояла многогранная задача. Общение с военнослужащими вызвало у подростков непередаваемые эмоции. Это очень важно. Это память, это воспитание молодежи, это любовь к родине, в первую очередь. Я скажу так, что мальчики рождены, чтобы защищать родину. Для них это в первую очередь. Да и девочки тоже у нас. Это очень хорошее мероприятие. Должны знать своих героев в лицо. На днях житель Нижнего Куранаха Василий Юргин встречал высоких гостей. В Алданский район с визитом прибыл глава республики Айсен Николаев. Работу он начал с посещения отца участника специальной военной операции Игоря Юргина. Заехал поблагодарить вас за сына, поздравить. Спасибо вас, большое. ваших всех родных, близких. Спасибо. За подвиг, который Игорь сделал во славу нашей Родины. Мы очень рады все якутяне. Благодарна вам за то, что такого сына воспитали. 15 февраля указом президента страны Владимиром Путиным командир штурмового отряда Игорь Юргин был удостоен почетного звания Героя России. 17 марта 2022 года майор вооруженных сил возглавил группу, принимавшую участие в освобождении поселка Каменка на Донецком направлении. Принимая гостя, Василий Алексеевич не мог избавиться от смущения. Он же воюет. Это его заслуга полностью. А то, что наши родительские этому вырасти, воспитать. Все. А так что все остальное от него зависит. Просто единственное, что лишний раз расстраиваешься с этой войной. Плачешь вечерами частенько бывает. Он же у нас единственный. В данный момент он потерялся, сказал: папка, я перезвоню, как через недели-полторы. Они, когда вот операция идет, вот их отправляют на передок. Они когда воюют, им связи нет. Накануне визита главы республики в Алданский район в стенах школы, которую окончил Игорь, прошла встреча близких героя военнослужащего с педагогами. Беседа получилась очень теплой.
Рассказывая о том, каким был Игорь в школьные годы, учителя вспоминали забавные ситуации и мальчишеские проделки бывшего ученика. Был спокойный на уроках, тихий, даже застенчивый, но на переменах, конечно же, позволял побегать, поиграть. Что его отличало, он был очень честным и справедливым. Поэтому он всегда хотел помогать людям. И в начальных классах он хотел быть пожарным или полицейским. Нужно сказать, что он умел дружить. С ребятами, с которыми он познакомился в 1 классе, он до сих пор дружит и поддерживает с ними отношения. Знаете, он был очень улыбчивый. Улыбка у него, кстати, не изменилась. Добрый, вежливый. Никогда никому не отказывал в помощи. Увлекался спортом. Много смешных, забавных историй. Все-таки это 1 мой класс. Знаете, Игорь иногда опаздывал на 1 урок. А приходилось ходить в гимназию мимо моего дома, я ему говорила: все, Игорь, жди завтра меня утром в гости, вместе пойдем в гимназию. Посвятить жизнь военному делу Игорь решил еще в школе и остался верен мечте юности. Получив аттестат, он был направлен районным военкоматом в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище. Поступил в Благовещенское общевойсковое командное училище, закончил его с успехом. И проходил дальнейшую службу в Воронежской области, по-моему, сначала. Игорь тогда еще отличался таким бесстрашием, целеустремленностью. Игорь Юргин стал 5-м якутянином, героем России. А всего в настоящее время высшей государственной награды удостоены 6 жителей республики. Являясь достойным примером для младших товарищей, со своими наставниками Игорь поддерживает прочную связь. Когда он поступил в Благовещенский институт, приезжал к нам сюда в гости. Он всегда приезжал в форме, такой статный, красивый. Мы его приглашали на классные часы с старшеклассником, и он всегда рассказывал, как он учится. Вот последний у нас был студенческий меридиан в том году. Он был на этом студенческом меридиане. Я помню его встречу, как с выпускниками он себя вел. На днях Игорь отметил день рождения. 3 марта ему исполнилось 29 лет. Испытывая гордость за ученика, педагоги желают ему поскорее вернуться домой в отпуск. Бойцам, которые выполняют задачи спецоперации, земляки стремятся оказать всемерную поддержку. Приобретение технических средств и обмундирования, сбор гуманитарных грузов, трудовые коллективы, общественные организации и неравнодушные жители массово присоединяются к различным акциям. Более того, сейчас буквально мы приобретаем технические средства, это коптеры, которые изготавливают наши алданские предприниматели, изготавливают его в городе Алдане, комплектуют, усовершенствуют. Они сегодня более, будем говорить, не реагируют на рэбы противника, дальность их. К поддержке бойцов активно присоединяются дети и подростки. Школьники и студенты плетут маскировочные сети, изготавливают блиндажные свечи и собирают посылки на передовую и в госпитали. Искреннее участие, сопереживание и готовность помочь маленькими не бывают. Большое внимание педагоги и наставники уделяют формированию у подрастающего поколения любви к родине. Нравственно-патриотическое воспитание ведется комплексно. Что подразумевает защита Родины и какая она, армейская служба? Юные защитники отчизны, бойцы юнармии, ответы на эти вопросы знают. Хотим довести до них, что любовь к родине, патриотизм, чувство товарищества, взаимовыручка. И показать это не на словах, а на деле, чтобы они это принимали. В феврале на базе политехникума прошли зимние сборы юнармейских отрядов к защите Родины «Готов». На учения, которые продолжались в течение 3 дней, прибыли почти 150 человек. К алданским бойцам присоединились ребята из Нерюнгринского и Тампонского районов. Основной и главной целью таких сборов является формирование и развитие юноармейского движения на территории нашей России, воспитание патриотического отношения нашей молодежи, ведение здорового образа жизни, и приобретение понятий о нашей воинской службе. Наряду с освоением навыков, которые пригодятся в армейской службе, в юнармии один из акцентов ставится на укрепление здоровья и повышение физических показателей.
Не менее важно интеллектуальное развитие. Ребята овладевают знаниями из разных областей, в том числе по истории и культуре России. Кроме того, юные защитники Родины активно участвуют в благотворительных проектах и социальных акциях. В ходе зимних учебно-тренировочных сборов бойцы обменялись опытом по ряду направлений. В этом году юноармейский слет в Алдане проводился во второй раз. Теоретические курсы, тактические задачи, силовая подготовка. Бойцов ожидала масса самых разных испытаний. На сборах все было по-настоящему, как в армии. Бойцы, они изначально сразу находят общий язык, потому что они мотивированы, потому что они сами все выходцы из патриотических объединений, из юноармейского движения. Им все в новинку, мы здесь первый раз, им все интересно. Стараются знакомиться, сдруживаются, уже номерами меняются. Накануне учений были сформированы команды, каждая из которых объединила юноармейцев из разных отрядов. Безусловно, в армии при выполнении заданий о послаблении не может быть и речи. И в рядах бойцов командиры отмечали позитивный настрой и крепкий моральный дух. Мы изменяем программу, потому что есть кто был раньше, и чтобы было это интересно. Поэтому на этих сборах, помимо зимних, скажем так, игр на улице, как штурм горы, разжигание костров, зимнего футбола, катание на снегоходах, мы еще добавили это игры на воде. Программа сборов включила соревнования, игры и культурный отдых. Одним из этапов учений стала стрельба из пневматической винтовки и в электронном тире. Кроме того, ребятам предстояло выполнить сборку и разборку автоматов, а также комплекс упражнений с оружием. Юноармейцам очень интересно. В любом случае, любая игра связана с военной, с тактикой, с оружием. Это для юноармейцев это очень интересно, очень поучительно. Во второй раз неотъемлемым атрибутом зимних сборов стали полевые учения. В этот день погода не подвела, и дела у бойцов спорились замечательно. Трудности не обескураживали. Новые для себя навыки ребята осваивали быстро. А свежезаваренный чай оказался непередаваемо вкусным. Если честно, я приезжаю сюда уже не первый год, и всегда мне очень радует, когда именно объединяют их с разных отрядов. Они потом приезжают, столько эмоций, столько дружбы, столько завязываются общения. Они потом годами переписываются, и потом на следующий год они хотят сюда приехать. По мнению командиров, наиболее ценным стало общение молодежи. Подростки быстро подружились и обнаружили массу общих интересов. Прощаясь, ребята и педагоги выразили уверенность, что слет уже стал традиционным, и через год команды встретятся вновь. Финальной нотой слета 2024-го стало написание писем военнослужащим, которые сейчас обеспечивают безопасность страны. Солдату бесконечно дороги весточки из дома, и порой становится неважно, чьей рукой написаны теплые слова. Ведь для тех, кто находится на линии огня, дом остался там, где царствуют мир и покой.